Добрый день, уважаемые участники хакатона. Учитель будущего формируется сегодня. Мы рады приветствовать вас на проектной сессии, которая посвящена вопросам новых форм дополнительного образования. И сегодня с нами работает Дьяченко Елена Васильевна, заведующая учебной частью мобильного технопарка Государственного автономного учреждения дополнительного образования Республики Коми, Республиканский центр дополнительного образования, представляющий непосредственно структурное подразделение детский технопарк «Кванториум». Уважаемые участники, мы понимаем, что вы постепенно присоединяетесь к нашему мероприятию. Все вопросы, которые у вас имеются для выступающего, вы можете задать непосредственно в верхней части, там, где есть ссылка «Вопросы». Ну и вы также свои вопросы можете фиксировать непосредственно в чате. И мы совместно с Еленой Васильевной постараемся ответить на них. И сейчас я хочу передать слово Елене Васильевне для того, чтобы представить непосредственно опыт по организации дополнительного образования детей. Можно, да? Можно. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Да, меня зовут Елена Васильевна, и я представляю детский технопарк «Кванториум», непосредственно мобильный технопарк. И давайте уже перейдем к нашей теме «Новые формы дополнительного образования». Насколько эти формы новые, вы сами, наверное, мы с вами попытаемся вместе ответить на этот вопрос. Может быть, это действительно новые формы, может быть, это новые форматы, а может быть, это то, что мы где-то о чем-то забыли, но уже давно было создано, ну, скажем так, педагогами и методистами нашей страны в том числе. Итак, федеральный проект «Успех каждого ребенка». Мы сегодня будем как раз говорить о новых формах дополнительного образования в контексте федерального проекта «Успех каждого ребенка». Информацию, которую я вам предоставляю, она официальная, вы тоже можете, ну, она в доступе, но, наверное, мы ее немножко актуализируем. Итак, задача проекта. Ну, вы знаете, что федеральный проект – это проект национального проекта образования, и его основная задача – это формирование эффективной системы выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию всех обучающихся. И какие показатели к 2024 году должны быть реализованы? Это создание 85 субъектов России, региональных центров выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Создание 245 детских технопарков «Кванториум», 340 мобильных технопарков для 2 миллионов детей и охват дополнительной общеобразовательной программы не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья. Ну, информация эта доступна всем. Как же моя задача рассказать, как это реализуется на практике на примере детского технопарка «Кванториум». Федеральным оператором данного проекта, федеральный проект «Успех каждого ребенка», является фонд новых форм развития образования. Под эгидой этого фонда в рамках как раз проекта были созданы такие центры, как детский технопарк «Кванториум», сеть детских технопарков «Кванториум», сеть центров цифрового образования детей IT-Куб, а также сеть центров образования цифрового и гуманитарного профиля – это точка роста, так называемые точки роста. Все они между собой взаимосвязаны, все они работают большей частью на дополнительное образование, но специфики и особенности некоторых мы сегодня с вами рассмотрим. Итак, так как я являюсь сотрудником детского технопарка «Кванториум», конечно же, про это я и буду сегодня рассказывать. Федеральная сеть детских технопарков «Кванториум». Сама миссия основная – это содействовать ускоренному техническому развитию детей в реализации научно-технического потенциала российской молодежи, внедряя эффективные модели образования, доступные для тиражирования во всех регионах страны. То есть его главная цель детских технопарков – это создание и развитие системы современных инновационных площадок, интеллектуального развития и досуга детей и подростков на территории России. Через что же реализуется данная цель, данная миссия? Ну, в первую очередь, это база, которая есть у детских технопарков «Кванториум». Это педагоги, которые проходят специальное обучение, и это формы, которые реализуются в процессе деятельности технопарков. Но, наверное, я могу говорить много, но, скорее всего, достаточно посмотреть видеоролик, который мы вам сегодня предлагаем. Как работает мозг ребенка и мозг взрослого человека?
Мозг ребенка работает в 2 раза активнее. Но как развить этот потенциал? Кванториум. Россия сегодня держится на 2 опорах. Это сырьевая база и военно-промышленный комплекс. Но для устойчивого развития страны необходима 3-я опора – развитие высоких технологий. Решать ее будут те, кому сегодня 7, 10, 15 лет. Будущие инженеры, ученые, изобретатели. Кванторианцы станут главными участниками важных процессов, смогут своими руками изменять мир. В каждом регионе будет свой центр исследований и разработки. В его региональную сеть войдут школы, кружки, центры молодежного инновационного творчества. Дети погружаются в практику исследований и теорию изобретений, развивают креативное, критическое, командное мышление. Воспитывать универсальных решателей помогут подготовленные педагоги-наставники, которые проходят обучение в федеральном центре и на местах по нашим специально разработанным программам. И, конечно, залог успеха – участие родителей, готовых повышать свою родительскую квалификацию на наших тренингах. Для будущей взрослой жизни кванторианцам понадобится еще кое-что. Без страха выходить из зоны комфорта, эффективно работать в условиях стресса, уметь восстанавливаться, побеждать, когда в твою идею никто не верит. Эти олимпийские навыки тоже войдут в нашу программу. Как будет строиться работа кванториумов? Федеральный центр обеспечивает регионы уникальными методиками и технологиями, контролирует качество и организацию процесса. Промышленные компании обеспечивают реальными задачами и научными руководителями, а получают продуктовые решения и молодых специалистов. Технические вузы готовят будущих наставников и продолжают обучение выпускников кванториума. Рынок задает продуктовое мышление и трудоустраивает будущих технических предпринимателей. В каждом кванториуме представлены несколько перспективных научно-технических направлений. Они группируются вокруг производственного цеха с современным оборудованием. Все это делает обучение детей в кванториуме не похожим на традиционное образование. Кванториумы – это точки роста будущего России высоких технологий. Сегодня нами создана уникальная модель, и мы уже начали масштабировать ее на всю страну. Следите за новостями и готовьте своих детей. Не пропустите будущее. Ну и для того, чтобы мы не пропустили будущее, а к нему подготовились и, скажем так, его организовали максимально эффективно, вот для этого и работает федеральная сеть детских технопарков «Кванториум». На сегодняшний день функционирует 110 площадок в 76 регионах Российской Федерации. Ну вот на карте, она интерактивная, это принтскрин, выделена Республика Коми, для того, чтобы вы увидели, что она тоже занимает определенное место, что детский технопарк «Кванториум» в Республике Коми, в городе Сыктывкаре в данный момент, он функционирует и достаточно достойно. И моя задача об этом вам сегодня рассказать. Детский технопарк «Кванториум» города Сыктывкара открыт в 2017 году. То есть на сегодняшний момент реализуются такие направления деятельности, они называются квантумы, как робоквантум, автоквантум, аэроквантум, энерджи-квантум, биоквантум, VR-квантум, хай-тек цех, хай-тек направление. То есть все эти квантумы технические, это кружки дополнительного образования, технической и, естественно, научной направленности. Помимо деятельности по реализации программ дополнительного образования, детский технопарк «Кванториум» реализует и проводит республиканские отборочные этапы всероссийских и международных соревнований, таких как «Юниор-профи», «Молодые профессионалы», «WorldSkills Russia». Образовательные сессии, семинары для педагогов Республики Коми. Было уже проведено 4 такие образовательные сессии для точек роста. Но при этом не только Республики Коми, но и Архангельская область приезжала и также проводили занятия и получали сертификаты и удостоверения не только педагоги Республики Коми, но и Архангельской области. Проводятся, реализуются учебно-тренировочные сборы, проводились учебно-тренировочные сборы по электронике, мультимедиа коммуникации и видеопроизводству.
Учебно-тренировочные сборы направлены на подготовку учащихся вот как раз к соревнованиям юниор-профи, молодые профессионалы, робототехнические олимпиады и другие соревнования. Проводятся фестивали, уже несколько лет проводится Технофест. Разрабатываются новые инновационные образовательные форматы, воплощены проекты на сегодняшний день Центр цифрового образования, IT-Куб, мобильный технопарк. И все вместе дополнительным образованием все вот эти вот проекты охватили в 2019-2020 году более 2000 учащихся, где-то примерно 2200 учащихся всей Республики Коми. Мы сегодня говорим не только про город Сыктывкар, но и всю Республику Коми. И так, давайте дальше проиллюстрируем. Да? То есть вот в данном случае иллюстрация того, как проводятся соревнования WorldSkills, другие соревнования по робототехнике. И всю информацию основную о детском технопарке «Кванториум» вы можете получить с сайта quantorium11.ru, где обозначены основные республиканские соревнования. То есть вы можете увидеть, да, то есть анонс дан этим соревнованиям, образовательные сессии, которые проводятся для педагогов. Дальше профильные технические смены, которые реализуются совместно с региональным центром по работе с одаренными детьми. Давайте немножко еще вернемся к Кванториуму. Дело в том, что формат детских технопарков Кванториум предполагает, вообще образовательный формат предполагает основное – это проектная деятельность. В основе образовательного формата лежит проектная деятельность. И мы сегодня тоже о ней сегодня с вами поговорим, немножко подробно этого коснемся. Я являюсь представителем мобильного детского технопарка, заведующей учебной частью. Мобильный детский технопарк был открыт в 2019 году, начал свою работу непосредственно в агломерациях с сентября 2019 года. Его главная цель – это обеспечение равных условий для развития инженерного творчества детей на всей территории Республики Коми. В сельских школах, расположенных в труднодоступных местностях на основе сетевого взаимодействия. То есть основной формат деятельности мобильного технопарка – это сетевое взаимодействие. Вот, пожалуйста, вам еще одна новая форма реализации дополнительного образования – сетевая модель. И что из себя представляет мобильный детский технопарк? Это перевозная лаборатория, создана на базе автомобильной станции, которая реализует обучение детей по программам инженерно-технической направленности, осуществляет дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования технической направленности. Основные направления деятельности – это обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам, естественно-научной и инженерно-технической направленности, образовательной деятельности в рамках проекта «Урок технологий». Участие в мероприятиях по повышению квалификации педагогов школ и учреждений дополнительного образования Республики Коми. Дистанционное сопровождение реализации детских проектов. Вот мобильный детский технопарк «Кванториум» – это один из проектов, который реализует детский технопарк «Кванториум». На сегодняшний день идет подготовка в городе Ухте, город Ухта, идет подготовка к открытию филиала детского технопарка «Кванториум», а также мобильного технопарка «Кванториум». То есть идет активное строительство, работа. Также на сегодняшний день открыт, то есть за период работы также реализован проект IT-Куб, Центр цифрового образования. То есть я уже об этом сказала. И получается, что мобильный технопарк, детский технопарк «Кванториум» реализует активно свою деятельность, увеличивает охват, и не только целевой аудиторией являются не только учащиеся, но и в первую очередь педагоги. То есть как раз через реализацию образовательной деятельности в отношении педагогов. Эта же деятельность реализуется и на выезде мобильным технопарком. Это лаборатория внутри, она себя представляет 6 рабочих мест, оснащена высокотехнологичным оборудованием. В данном случае мы видим лазерный станок, 3D-принтеры и другое оборудование и инструменты.
Открытие, ну, презентация прошла в январе 2020 года, то есть это было официальное событие. На открытие также приезжали представители из Фонда новых форм развития образования, человек, который представители, курирующие сеть как раз, данное направление, это Кузнецова Ирина. В данном случае вот на фотографии представлено, что как мы работаем, это село Карткирос, около школы мы расположены, проводили занятия непосредственно в самой лаборатории и в классах. То есть небольшое количество детей, 6 человек, может заниматься, то есть выполнять черновую работу, так называемая, ну, цеховая работа. А вот занятия непосредственно в аудиториях, в кабинетах. То есть это ребята из Карткироса, Джерома, с которыми мы работали. Это уже Старожевск, скорее всего, ну, тоже Карткиросский район. Это село Пажга. То есть если есть здесь педагоги, которые работают в данных населенных пунктах, вы можете тоже как бы увидеть своих детей. Это Зеленец. Помимо реализации программ дополнительного образования мы проводим и массовые мероприятия с ребятами, направленные на расширение кругозора о мире инженерных профессий, о инженерных каких-то открытиях, формируем интерес. То есть через вот эти вот кружки, массовые мероприятия мы повышаем у ребят интерес к таким предметам, как физика, математика, информатика, технологии. Но если у вас есть какие-то вопросы по мобильному технопарку и по детскому технопарку Кванториум, вы их можете задать. Я уже сказала, что детский технопарк Кванториум расширяется, уже филиал в городе Ухта, и поэтому, зайдя на сайт quantorium11.ru, то есть активно набираются педагоги, вы также можете посмотреть, какие вакансии есть и какие же требования предъявляются к педагогам. Конечно же, это в первую очередь образование соответствующей направленности, инженерное, техническое. Это в первую очередь. Дальше педагоги проходят обучение, и обучение проводится не только по направлению именно по специализации, но идет обучение, которое, скажем так, в котором выражается вот этот самый новый формат. Посмотрите, я просто на данном слайде вывела слова, словосочетания, фразы, которыми учатся оперировать педагоги дополнительного образования, методисты, работающие в сети детских технопарков Кванториум. То есть посмотрите, что-то вам уже знакомо, что-то вы знаете, а что-то, возможно, как бы и новые. Вот хотелось бы от вас обратную связь. Что вам знакомо, а что новое? Давайте так, если можете, что новое, какие новые слова вы такие никогда не слышали? Уважаемые участники, напишите, пожалуйста, в чате. Мы будем как раз, Елена Васильевна, видеть все это. Угу. Ну, можете писать, можете не писать, но так или иначе, когда первый раз приезжаешь на новую сессию, то начинаешь, сначала не понимаешь и думаешь, люди вообще говорят на русском языке или они так ругаются, то есть когда скрам, дата-скаутинг, там продуктовый результат и многие другие soft skills, hard skills, конечно же, они сейчас все больше и больше входят в нашу речь, но так или иначе, когда только-только детские технопарки открывались, то есть было непонимание вообще, о чем идет речь. На самом деле погружение вот в эту тему, вот этот новый формат, наверное, формы остались прежние, но все-таки формат, отношения, подход к самим занятиям, к тем знаниям, которые детям на сегодняшний день даются. И они продиктованы, вот как раз почему возникла необходимость в открытии... Спасибо. Почему возникла необходимость в открытии детских технопарков Кванториум? Во-первых, это, конечно же, высокотехнологичная среда. И когда идет работа дети обучаются наукоемким технологиям, в основе которых лежат знания, база знаний. Но через образовательный формат, через дополнительное образование, еще раз говорю, что дети учатся понимать сложные вещи на практике и применять их
и дальше развиваться, то есть дети дальше поступают как раз в инженерно-технические учебные заведения, как высшего образования и среднего профессионального образования. Вот у нас есть несколько комментариев Веры Валерьевны. Большое спасибо, Андрей Витальевич. То есть ВУКа МИР, вытягивающая модель, дата скаутинг. Лена Васильевна, прокомментируйте, например, ВУКа МИР. Что за формат? То есть ВУКа МИР или МИР у Опаньки – это характеристика нашего сегодняшнего, можно сказать, что мира, в котором наши дети живут. Ключевая его характеристика – это меняющийся мир. Каждый раз что-то новое, да, то есть постоянно мы живем в постоянной зоне неопределенности, и меняются технологии, меняются, то есть этот мир, который меняется постоянно. И получается, что дети, которых мы выращиваем с вами сегодня, мы к жизни в этом мире готовим. Вот как раз образовательный формат детских технопарков «Кванториум» к этому их и готовит. Жить, адаптироваться в постоянно меняющемся, нестабильном мире. Вытягивающая модель. Ну, наверное, это подход к образованию. И вытягивающая модель определяет место педагога в образовательном процессе. В рамках вытягивающей модели педагог становится навигатором, то есть он не дает детям конкретные знания, ответы на все вопросы, то есть это так, а он выстраивает вот эту траекторию, он пытается идти и от ребенка, но при этом формируя в какой-то степени запрос ребенка на получение знаний. Вот как раз дата-скаутинг – это и поиск вот этих знаний, информации в нашем мире. То есть дата-скаутинг – это поиск информации, которая ребенку необходима на данный момент, которым недостаточно для решения определенных проблем. Педагогическое сценирование. Вообще про каждое вот это определение, оно может стать основой для нескольких занятий, даже не на 1 час, целые курсы можно проводить, как педагогу в этом ориентироваться. Поэтому моя задача вас только в это погрузить. Наверное, я не отвечу на все вопросы, просто расширю немножечко ваш кругозор. То есть педагогическое сценирование отличается от педагогического планирования и от... То есть мы с вами привыкли, когда нас учили в педагогических вузах, колледжах, что мы пишем конспект занятия. Вот педагогическое сценирование, там по большому счету нет четко прописанных каких-то приемов, там есть проблемы, цель, к которой педагог должен прийти. Ну и примерное, скажем так, выстраивание траектории. Дальше куда уже заведет кривая и куда уже заведет как раз вот эта вытягивающая модель, когда мы будем отходить от ребенка, от его потребностей. И здесь, с одной стороны, вроде бы, да, как бы в рамках тех требований, которые подходят... Так, забыла... ладно. То есть, вроде бы, да, мы должны идти от потребностей ребенка, но с другой стороны, мы должны их еще и формировать. И получается, что для того, чтобы овладеть педагогическим сценированием, педагог должен обладать навыками модерации, да, то есть как бы проблемного обучения. То есть педагогическое сценирование, это то, что можно оттачивать и формировать годами. Елена Васильевна, вот не зря, наверное, возник такой вопрос у наших участников. Можно ли где-то самостоятельно ознакомиться, либо использовать, например, ресурсы сайта вашего учреждения с этим непосредственно форматом? В общем-то, полностью знакомство с этими форматами происходит на образовательных сессиях. То есть, когда педагоги приезжают, первое, что их готовят, это не прокачивают их, так скажем, hard skills, да, то есть жесткие навыки, связанные непосредственно с их профилем, а в первую очередь погружают в гибкие навыки, то есть компетенции, связанные с коммуникацией, с проектной деятельностью. Почему? Потому что именно это формирует взгляд педагога на то, как он будет давать свои знания. И это можно узнать как раз на образовательных сессиях, которые проводит фонд новых форм развития образования, и те образовательные сессии, которые проводятся
детском технопарке «Кванториум». Например, когда мы проводили образовательные сессии по точкам роста, то тоже погружали и в проектную деятельность, и, ну, я буду выражаться в терминологии, прокачивали харды по профилям у педагогов, которые приходили как раз по тем квантумам, которые я перечислила в презентации. Но сегодня, наверное, больше всего я хотела бы остановиться на проектной деятельности, потому что это основной формат, и более подробно на кейс-технологиях, потому что это основной формат, основной формат образовательной деятельности детских технопарков «Кванториум». Почему? Потому что все это продиктовано как раз тем меняющимся миром, да, который... Не будем торопиться, меняющимся миром. То есть мы должны детей, оказывается, сейчас недостаточно просто ребятам дать знания по своему профилю. Очень важно научиться, и мы уже с вами об этом говорим давно, очень важно научиться пользоваться этими знаниями. Но как пользоваться? То есть, наверное, не просто применить на практике в какой-то задаче. Сейчас дети учатся сами перед собой ставить задачу, в которой и находить, актуализировать те знания, которые им будут необходимы для достижения поставленных ими же перед собой целей, ну и задач. Да? И это как раз обучается и получается в рамках проектной деятельности. Но снова зайдем немножко издалека. Да? То есть вот у нас есть указ президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. И одна из целей была поставлена – это ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа. То есть мы сейчас говорим технологическая инновация. Что есть технологическая инновация? То есть это то, что двигает вперед нашу страну, нашу экономику. А через что? То есть мы с вами посмотрели ролик, где было прописано, что это задача сети детских технопарков «Кванториум» вырастить тех людей, которые в будущем будут двигать нашу экономику. И из этой же области и обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области технологий. То есть мы сейчас с вами подходим к сетевому взаимодействию детский технопарк «Кванториум», центр «Точка роста», IT-кубы и школа, обычная школа, предметная область технологии, то есть сетевое взаимодействие. И какие же soft и hard skills рассматриваются, да, то есть чем мы оперируем. Hard skills – это технические навыки, связанные с выполняемой деятельностью в области формализованных технологий. То есть они практически не подвержены обратному развитию. То есть сформировался навык, он закреплен. Но есть еще и soft skills, 4К, да, то есть мягкие навыки, гибкие навыки. 4К – это командная работа, коммуникация, креативность, критическое мышление, личностное развитие, презентационные навыки, эмоциональный интеллект. Самое интересное, что в специфических условиях подвержено обратному развитию. Получается, что мы на это должны постоянно работать и поддерживать. Но вот soft skills, если мы с вами будем проводить аналогию с федеральными государственными образовательными стандартами, наверное, это и личностные компетенции, и универсальные учебные действия, и, наверное, метапредметные компетенции тоже здесь будут находиться. Если я что-то скажу неправильно, вы меня поправьте, хорошо? Итак, почему же основной формат – это проектная деятельность? Она продиктована потребностью общества в новом, и научить ребенка создавать это новое и получать продуктовый результат. Конечно же, мы с вами тоже занимаемся проектной деятельностью, и проектная деятельность у нас с вами прописана, но иногда этот процесс оказывается формальным. То есть проектная деятельность – это презентация, которую ребенок сделал в рамках либо промежуточной аттестации, чаще всего, наверное, промежуточная, да, аттестация у нас идет, проектная деятельность. Вот. В данном случае, почему новый формат в рамках детских технопарков «Кванториум»? Потому что ключевое здесь продуктовость. И продуктовость – это либо прототип, макет, но при этом до этого продукта необходимо дойти таким образом, чтобы он работал. Либо на этапе уже защиты проекта сказать, почему не работает, что не работает и что нужно для того, чтобы он работал. И получается, что проектная деятельность раскладывает, то есть
И образовательный процесс как раз построен на том, чтобы, когда ребенку дается какая-то проблема, либо ситуация, он должен в этой ситуации проанализировать проблему, выявить практически, да, то есть как ее можно решить, разработать варианты решения, дальше проанализировать, то есть при этом задача генерировать максимальное количество вариантов решений, предлагать. И ценность не в том, чтобы предложить правильное решение, а в том, чтобы оценить, проанализировать и обосновать свой выбор. Дальше здесь ребенок обучается в процессе проектной деятельности проектировать цели и результат, планировать достижение цели, работать в группе. В какой-то степени вы тоже скажете, ну что же вы тут нового предлагаете, это же универсальные учебные действия, пожалуйста. Но, наверное, смысл в том, что это не только транслируется, но и это максимально пытается быть реализованным, данный подход. И главная задача – это освоение культуры, проектирования, развитие практического мышления, способность ставить и решать задачи. Понятно, что ребенок, только зайдя в образовательный процесс детского технопарка «Кванториум», он сразу не начнет работать именно по этому алгоритму, он сразу же не начнет генерировать идеи. Но именно постепенно, пошагово, организуя деятельность детей в рамках обычного занятия, используя кейс-технологии, постепенно, даже кто-то приходит к концу первого года, кто-то дольше, кому-то дольше приходится над этим работать, на второй год дети, то есть формируются уже проектные группы, где дети сами, то есть они попадают в эту среду, вот им дается проблемная ситуация, либо они сами ее выявляют, и у них уже срабатывает, знаете, вот как вот такой щелчок, и они сами начинают по этому алгоритму работать. Наверное, в этом и есть цель, главная цель, которая достигнута. Знания дети могут получить, то есть их и учат их получать. Но, наверное, самое главное – это именно уметь и как бы ставить перед собой цели, задачи и к этому приходить. И в основе, то есть первой ступенькой подхода к проектной деятельности, к результатам проектной деятельности является кейс-технологии, то есть именно кейс. И сегодня, наверное, немножко более подробно об этом поговорим. Скажите, про проектную деятельность, чем она отличается? Понятно или нет в рамках детских технопарков «Кванториум»? Вот если ничего нового, тоже можете об этом сказать. Но, наверное, действительно уже все заложено, вся информация и все идеи, они заложены с точки зрения конечного результата, к чему мы должны прийти. Но именно как мы к нему приходим, вот здесь детские технопарки «Кванториум», они уже, здесь можно брать пример и реализовывать их и в образовательной деятельности в школах в рамках уроков технологий. Елена Васильевна, в связи с этим тоже несколько вопросов есть. В рамках технопарка вы здесь написали очень хорошую схему, да, потребность в новом. Вот как она стимулируется у участников ваших проектных групп? То есть как они находят вот это новое, то, что можно предъявить в форме продукта и так далее? То есть какую среду вы для этого создаете? Я вам уже сказала, что об этом можно говорить о каждом пункте, можно говорить очень много. Вот смотрите, в первую очередь потребность в новом, наверное, здесь отражена потребность в новом, это потребность государства, да, то есть потому что… То есть внешние задачи, которые надо решать. Да. Вот. Но эта потребность в новом должна перейти во внутренний план ребенка, то есть потребность в новом и у ребенка. И здесь оно через умение, через дизайн мышления, через умение увидеть проблему достигается потребность в новом. То есть ребенок учится на простых кейсовых сначала ситуациях, учится видеть проблему. Да, то есть как бы проблема несоответствия того, что должно было быть, и то, что происходит на сегодняшний момент. То есть первичен получается простой кейс, который может как раз стимулировать вот эту вот потребность в новом и, соответственно, вызвать у него желание заниматься этой деятельностью и в целом участвовать в проектной деятельности, разрабатывать самому проект и представлять какой-то непосредственный продукт. Да, то есть вы видите, что как бы кейс, стрелочка идет, да, к проекту. То есть кейс может быть как способ получения знаний, так кейс может быть, он может быть открытым, да, он может выйти на новый проект, создавать принципиально новый продукт. То есть результатом работы над кейсом может быть как уже что-то имеет, то, что имеет место быть. Просто ребенок должен пройти этот путь, то есть его задача потренироваться, пройти этот путь. Педагог-то знает, куда идет он вместе с ребенком, а ребенок не знает, и для него полная ситуация, ситуация неопределенности и новизны.
Но в данном случае, в этой ситуации его погрузил педагог. Когда ребенок начинает работать над проектами, педагог уже больше становится навигатором, то есть в меньшей степени он его подталкивает. То есть это уже идут другие группы, проектные группы, так называемые, в детском технопарке «Кванториум», они реализуют свою тоже деятельность, тоже работают. Это 2-й и 3-й год обучения детей. То есть первый год как раз заключается в том, чтобы ребенок погрузился именно вот в осознание и принятие, наверное, всех этапов проектной деятельности на простых каких-то подходах. Да? Именно подхода к этому. Конечно же, первый год – это и знакомство с проектной деятельностью, и даже в рамках работы, организации работы детского технопарка «Кванториум», например, вторник выделен на проектную деятельность. То есть там в этот день не проводятся занятия, а проводится, именно реализуется работа проектных групп. То есть это занятия по развитию, погружения в проектную деятельность, развитие софт-компетенций, командообразование, проблем, выявление проблем, и другие в таком практико-тренинговом формате. Ребята тоже, педагоги детского технопарка, совместно с методистами проводят такие занятия. Так, давайте пойдем дальше. Итак, немножечко давайте про кейс. Кейс – это педагогическая технология. Мы про него слышали, что это метод кейсов, кейс-метод, метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа или кейс-стадии. Прошу прощения за мой английский, да? Итак, по-другому, как можно расширить этот метод активного проблемного ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач ситуации. Еще можно сказать, что это реальный случай, который можно перевести из статуса жизненной ситуации в статус задачи и затем решать последующие рефлексии хода и ресурсов решения. Проблема, которая понятна детям, и у них появляется желание ее решать. Да? То есть мы все свели всю теорию к такому, что детям понятно, что происходит, и хочется в этом разобраться. Вообще, кейс-технология выросла из менеджмента, из бизнеса, из юриспруденции, то есть из гуманитарных наук, да, когда для того, чтобы студенты больше изучили теорию, чтобы они поняли, как ее применять на практике, им приводились конкретные ситуации, брались они из деятельности банков, управленцев различных компаний, то есть вот ситуация была, и ход решения ее студентам не предлагался. И студенты уже сами раскручивали, предлагали свои варианты решения. Потом их знакомили с тем, что происходило. Постепенно из гуманитарной области, из области общественных наук, кейс-технология перешла в инженерно-техническое направление, и вузы Санкт-Петербурга, Москвы, то есть начали практиковать, именно инженерные вузы начали практиковать эту технологию. И уже описывают ту практику, выражают ее в теории, да, то есть именно по инженерно-техническому направлению. Итак, характеристика кейсов, которые применяются в естественно-научной и инженерно-технической предметной области. Это могут быть на выходе исследовательские кейсы, и его задача исследовательского кейса – это решить теоретическую проблему. То есть результатом исследовательской работы выяснить, найти, доказать, то есть поставить эксперимент и рассказать, что получилось или не получилось. Инженерные кейсы – это инженерная разработка, сконструировать, создать, доработать, то есть решить какую-то практическую проблему. И мы, конечно же, в большей степени ориентируемся на инженерные кейсы, потому что они являются и способом, еще раз говорю, что получение знаний, да, потому что когда ребенок говорит, вот для того, чтобы решить такую-то, такую-то проблему, нужно создать такого-то, такого-то, например, робота. Когда он создает своего робота, он должен изучить, из чего он, как он строится, да, то есть какая у него механика, какая у него электроника, какая у него какая у него программа, да, то есть и что является всему основой, да, на какой базе он все это будет делать. Итак, получается, что в основе всего лежит проблемная ситуация, то есть явное противоречие в виде новой сложной информации, противоречивой информации, неполного представления содержания, отсутствия определенной информации. То есть, когда кейс готовится педагогом, то, наверное, задача педагога в процессе подготовки найти вот эти ситуации, из которых можно выявить проблемы. Например, просто какие... Обзор, да, то есть какие ситуации могут быть проблемными. Мы приводили пример на образовательной сессии про Васю, который разбрасывает носки. И мы просили педагогов
как при помощи робототехники можно Васе помочь эти носки собрать. Конечно же, они говорили, воспитывать Васю надо было раньше, но как бы так как у нас все-таки инженерный кейс, то мы решали другим путем. Есть еще один кейс, который родился из работы мобильного технопарка. Когда мы ездили в Квартирос, мы ездили октябрь-ноябрь по дороге в Сыктывкар на автобусе или на другом транспорте, остановки темные, там автобусы просто проскакивают, людей не видят. Вот, пожалуйста, вам проблемная ситуация. Как сделать так, чтобы человека на остановке было видно? Людям приходилось фонариками светить, то есть едет автобус, просто пассажиры стоят и светят фонариками, чтобы автобус мимо них не проскочил. Здесь тоже. И даже данный кейс, он вышел в дальнейшем в проект. Проект, ребенок его написал, предложил свое решение, насколько он глубоко проработан, не глубоко, но главное, что он тоже стал основой для проектной деятельности в том числе. Итак, кейс – это метод обучения на основе разбора реальной ситуации, имеющей конкретное решение. Но здесь я бы, конечно же, уже оговорилась, что она может иметь конкретное решение, а может иметь решение, но много вариантов решения. И иногда оказывается, что педагог, он вроде думает, что вот уже вроде ситуация решена, а ребенок предлагает в процессе работы над кейсом, предлагает уже свое решение, которое более экономично, более рационально, и в дальнейшем данное решение уже может быть основой проекта в дальнейшем. Итак, получается, что с одной стороны, если мы рассмотрим кейс, да, то есть запутанный, необычный случай, и поэтому мы здесь говорим о форме, да, то есть верхняя часть айсберга, форму. Что видит ребенок? Он видит описание кейса, это какая-то жизненная ситуация, и он из нее выявляет проблему, предлагает решение. Но в то же время кейс еще переводится как портфель, чемоданчик. И получается, что кейс – это задача педагога в этот чемоданчик заложить тот инструментарий, который в процессе сопровождения ребенка приведет к необходимому результату. То есть кейс, портфель, чемоданчик говорит о том, как. То есть мы говорим, что кейс – это вот прямо бери и пользуйся. Создать кейс очень тяжело на самом деле, потому что это очень объемная работа. Оно включает в себя не только описание кейса, но именно руководство для педагога и руководство для учащегося, как ребенок и педагог, то есть педагог как может вести ребенка, ребенок как инструкция, да, то есть как прийти к решению. В данном случае, вот про ситуации мы с вами сказали, да, они могут быть основаны на фактическом жизненном материале, и здесь мы ребенка учим, мы можем даже прям такие занятия проводить, на тренировку вот этой вот наблюдательности, да, когда вот есть проблема, а с какой проблемой сталкивались вы? Конечно же, мы очерчиваем детям проблему, например, проблема, связанная с транспортом, или проблема, связанная с экологией. То есть мы очерчиваем эти проблемы, и ребенок говорит, вот есть такое-то, а вот я когда домой шел, я заметил то-то, то-то, а вот я в автобусе ехал. То есть чем мы больше будем обращать на это внимание, тем более наблюдательным становится ребенок с этой точки зрения, он более чувствительным становится к проблемам ситуациям. То есть получается, что вот они полевые кейсы, да, решение конкретных жизненных реальных проблем. Но есть также вымышленные, смоделированные, гипотетические предполагаемые ситуации. Опять же, когда мы на точках роста были, мы предлагали кейс, связанный с галактиками, когда там одна галактика не может там попасть в другую, то есть представители одной галактики не могут там попасть в другой, ну и все такое прочее. То есть это кресельные, вымышленные кейсы. Уважаемые коллеги, мы понимаем, что мы уже немножечко выходим в рамки нашего времени. Мы буквально еще минут 5-7 с вами поработаем, и затем мы будем завершать уже нашу сегодняшнюю встречу с Леной Васильевной. Итак, проблемная ситуация. То есть оказалось, что самым сложным, наверное, описать кейс и разложить его, дать руководство педагога, дать руководство учащегося, это уже дело методологии, методики и уже профессионализма педагога с точки зрения его опыта. Ну и как он хорошо изучал методику в учебном заведении. Самое сложное и для педагога в том числе оказалось выявить проблемную ситуацию. И не только ее туда заложить, но и научить ребенка выявлять эту проблемную ситуацию. То есть это уже, можно сказать, что половина успеха. С
формулировать потенциал кейса с точки зрения проблемной ситуации и смодерировать процесс, то есть процесс, когда ребенок благодаря наводящим вопросам педагога придет к ответам и выявит вот эти проблемные ситуации. И в кейсе, опять же, проблемное поле определяет педагог. То есть он его определяет заранее и вопросами подводит ребенка к этому проблемному полю. Но здесь тоже в зависимости от того, какая группа детей. В проекте проблемное поле определяет учащиеся, выделяют сами или при помощи наставника с точки зрения, проблемная область дается, и дети там ее выявляют. Как правило, в кейсе проблема уже имеет решение. И задача учащихся пройти этот путь в соответствии с руководством для учащихся. И главная цель здесь именно пройти путь, научиться. И в проектной деятельности проблема еще не имела решения. То есть необходимо создать, доработать, получить что-то того, чего еще не было. И результат кейса, это такое уже было, кем-то продумано, разработано, для педагога предсказуемо, ожидаемо. Ребенок этого еще не знает, но предсказуемо и ожидаемо на 80%. Может и оказаться, что это будет совершенно новое решение, и ребенок может предложить такое, что педагог сам не ожидает. Как правило, результат проекта принципиально новый продукт, непредсказуемый для педагога. Иногда и для ребенка тоже, чаще ни для кого не предсказуем. Почему? Потому что вот я бы хотела показать одну схему, которая принципиально, скажем так, выводит на другой уровень работу именно детских технопарков, да, вот этот вот новый формат. Я эту схему покажу, и я всегда стараюсь, именно чтобы... Вот смысл в чем заключается? Именно, видите, вот эта вот петля такая, да, построение, тест, доработка, построение, тест, доработка. Вот продуктовый результат достигается как раз за счет того, что ребенок проходит этот цикл, он, сталкиваясь с трудностью, почему у него не полетело, не заработало или поехало не туда, он выявляет причину, дорабатывает. То есть, наверное, таким образом и закладывается в первую очередь инженерное мышление. Ведь действительно детские технопарки Кванториум, IT-кубы, в первую очередь, конечно же, ориентированы на инженерное и на технологическое образование, на развитие технологического образования, потому что для развития экономики как раз нужны специалисты такого уровня. И, наверное, новый формат как раз в том, что ориентация на продуктовый результат и вот научить ребенка прийти от проблемы, выявить ее до продуктового результата. Вот такие вот форматы новые в рамках проекта «Успех каждого ребенка». И, наверное, еще один вопрос, Ирина Васильевна. Продуктовый результат, буквально в нескольких словах, что это такое? То есть понятно, что это не презентация о проекте, да, которая демонстрирует, например, какую-то информацию о нем ли, о проблеме, о вопросе и так далее. Продуктовый результат. Продуктовый результат – это от макет, прототип до готового изделия. Чаще всего дети останавливаются на этапе прототипа. Что такое прототип? Это уменьшенная, упрощенная модель того, к чему ребенок идет. Но она уже работает, она может не полностью реализовать то, что заложено в рамках проекта, она может выполнять какие-то определенные функции. Например, ребенок спрограммировал, да, то есть, например, на основе датчика спрограммировал, и вот эту функцию основную, которая заложена, она работает, она не доведена до совершенства еще, то есть, но основа уже заложена. То есть вот ребята, защищая свои проекты, я хотела еще проговорить, да, то есть мы уже сказали, что это сеть, да, то есть федеральная сеть, и все между собой взаимосвязано, точки роста, IT-кубы, но вот это развитие не заканчивается на уровне Республики Коми, не только на уровне города Сыктывкара, но дальше дети едут в детские лагеря, такие как Всероссийский детский центр Орленок, Всероссийский детский центр «Смена», лагерь «Артек». То есть там идут проектные смены, и дети из детского технопарка «Кванториум» туда выезжают. Сириус тоже, да? Сириус, да, занимают призовые места, прокачивают себя с точки зрения проектной деятельности, но и развиваются с точки зрения именно профильной направленности. То есть ребята на конкурсной основе, отправляя свои проекты, показывают себя очень хорошо. И вот вообще просто
очень хотела сказать, что наши дети потенциальны, и им просто необходимо, вот как витамины ребенку дают, точно так же им необходимо условия для того, чтобы этот потенциал реализовать. И сеть детских технопарков Кванториум, мобильные технопарки, точки роста, IT-кубы, вот все для этого и направлено. Создать те условия, где ребенок не только будет работать на благо Родины в дальнейшем, но и реализует свой потенциал. Потому что, просто хочу сказать, мы приехали в села, и просто удивляешься, когда дети вытаскивают, то есть у них не было робототехники, у них не было, дети сами достают микроконтроллеры, приносят и говорят, а вот я дома. Мальчик удивил в картокросе, который тетрадочку исписал, программирование, да, то есть с использованием той же Arduino. То есть удивляешься и радуешься, и думаешь, ну, хорошо, что мы даем детям такую возможность на сегодняшний день. Уважаемые коллеги, вот на этой ноте мы хотели бы сегодня завершить нашу с вами встречу. Следите за событиями quantorium11.ru, да? Заходите. И заходите, уточняйте о мероприятиях, о конкурсах и не только. И я думаю, что это будет встреча не первой, мы еще продолжим нашу с вами беседу относительно новых форм непосредственно дополнительного образования. Благодарю вас, Елена Васильевна. Уважаемые участники нашего хакатона, мы сейчас будем завершать нашу встречу, а далее с 16:40 начнутся мастер-класс и воркшоп, на который вам тоже необходимо будет перейти и зарегистрироваться. Всего доброго и удачи. Спасибо, уважаемые коллеги.